Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вам кости перемывает? Кто сплетничает о вас за вашей спиной? Ну и какие сплетни о вас ходят? Давайте посмотрим, давайте разберемся. Загадайте на себя, ни о ком не думайте. Песочек все увидит и покажет сам. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Какой-то тощий волк. Тощий, худющий волк. Это явно какой-то одинокий мужчина. Мужчина, который буквально прозябает, да? Не живет, а существует. Что-то с этим мужчиной случилось. И этот мужчина... Он не перемывает вам кости, он не сплетничает про вас, он просто очень плохо живет, соответственно, плохо выглядит. И люди, видя этого мужчину, начинают думать, да, строить догадки, да, вот что могло такое произойти, что этот мужчина превратился в этого сутулого волка, да, что произошло. Но почему-то вот как связь у вас с этим мужчиной была. Может, после расставания ваш бывший просто по наклону покатился. Мало того, что покатился, так еще и мог чем-то там заболеть, куда-то вляпаться, и теперь не живет, а существует. Но люди ведь всего не знают, и, возможно, люди думают, что это из-за вас. Да, что это вы что-то такое сделали, что ваш бывший сейчас вот так вот плохо выглядит и плохо живет. И он сам ничего никому не говорит, он вообще об этом не говорит. Но люди вокруг строят догадки, и от этого рождаются сплетни. Типа он такой несчастный, бедный мужчина, превратился в неизвестно что. А вы в глазах этих же людей вроде как королева, да, корону носите и живете хорошо, и выглядите шикарно, и, возможно, вы уже в новых отношениях, в счастливых отношениях. И вот думать, что это вы что-то сделали, что вы его там, не знаю, до нитки обобрали, что вы его там чем-то заразили, да, что вы там как-то над ним издевались, искалечили его. И вот какая-то такая неразбериха. Если бы этот мужчина сказал правду, то понятно, что никаких бы сплетен не было, да, что люди бы поняли, что вы тут совершенно ни при чем. Это вы жертва этих отношений, но никак не ваш бывший. А то, что случилось с вашим бывшим, это его рук дело. Он сам себе такую мерзкую, ужасную жизнь устроил. Ну вот как-то так идет. Сейчас я еще карту возьму. Потому что, ну, как по мне, это очень несправедливая ситуация. И вас как-то заочно обвиняют. Я не могу сказать, что это плохие люди. Это просто какие-то очень сердобольные люди, которые видят картинку и пытаются ее как-то разобрать, да, что же там нарисовано. Но правды они не знают, и поэтому такие сплетни, значит, идут. А этот мужчина, он все знает, он все слышит, но он ничего не отрицает и ничего не рассказывает. Просто вот ходит. А может, он выгоду из этого извлекает, да, из того, что его жалеют, ему помогают, да, и он молчит, типа, я же мужчина, я не могу плохо говорить о женщине. Такое тоже, кстати, может быть. А с другой стороны, если бы он правду сказал, то его бы все санными тряпками гнали, камни бы в него кидали и вообще куда-нибудь в лес бы завезли. Ну, либо в полицию отдали, да, за то, что он с вами сделал и как он с вами поступил. Так, сейчас посмотрим, что за несправедливая ситуация, почему так все происходит. Ну да, тут вас просто
оболгали, да, тут вас оболгали. Почему? Потому что, как я сказала, он выглядит очень плохо, а вы выглядите очень хорошо, вы вообще очень похорошели после того, как расстались с этим мужчиной, жить стали лучше, и вообще вы такая, знаете, видная, красивая молодая женщина. Да, тут, скорее всего, кривотолки. Из-за того, что мужчина молчит, вы тоже в свое время не выносили ссоры из избы, вы не рассказывали, что у вас там происходило, вы тихо, молча терпели, потом собрали свои вещи и ушли. Вот, и поэтому такие кривотолки пошли. Если эти люди узнают правду, поверьте, ситуация на 180 развернется. То есть, либо это вам нужно всем рассказывать, что у вас было с бывшим и как этот бывший испортил вам жизнь, либо бывший должен сам признаться. Но я не вижу, чтобы он признавался, потому что он даже спиной к вам сидит. Ему стыдно в вашу сторону даже смотреть. Не то, чтобы в чем-то признаваться. Вот. Это несправедливо, это неправильно. Но будем надеяться, что долго так не продлится, да, что все-таки правда выплывет. Вот как говорят, сколько бы веревочки не виться, а конец вот он рядом близко. Вот и у вас, скорее всего, так и произойдет. И те, кто сейчас вас осуждают, считают себя вправе вас осуждать, потом этим людям будет очень стыдно и очень неудобно за то, что так себя вели, за то, что, не разобравшись, начали на вас грешить. А это действительно грех, потому что вы тут вообще ни при чем. Ваш бывший пожинает результат своей многолетней деятельности. Вот назовем это так. Дальше. Кто в паре, кто в браке, кто замужем, либо просто с парнем встречается, в его семье ходят разговоры о вас. В его семье считают, что вы, как бы это сказать, курочка, которая несет золотые яйца. Может быть, да, вы женщина красивая, успешная, работа у вас хорошая, голова на месте, может, у вас недвижимость есть, там машина есть. И прям, знаете, вот как-то так ручки потирают и говорят: о, курочка, которая несет золотые яйца. Не ваш парень, не ваш муж, но кто-то из его родственников буквально уже рот раскрыл на ваш каравай. И прям уверен, что да, будет есть от этого каравая. Может, да, вам уже начали что-то говорить, что вот мы там хотим ремонт, мы там хотим дачу, мы там то, болеем, 5-10, типа, помогай, да? Давай, может, вы уже начали помогать. Тогда знаете, что вам никто спасибо не скажет, а будут вас рассматривать как вот эту курочку, которая несет золотые яйца. Еще у кого-то отыграется, что из-за того, что вы человек благородный, опять же, состоявшийся, состоятельный, перспективный, вас могут недолюбливать, но при этом носить маски, такие доброжелательные, такие вот все милые, да, вас там встречают, угощают, привечают, но на самом деле, когда вы уходите, вот начинают, что вы там гордая, что вы то, что вы сё, что вы 5-10. Опять же, такие бытейские, житейские разговоры идут. Почему-то мне идет, что вас рассматривают как курицу, которая несет золотые яйца. Не обижайтесь, пожалуйста, но вот именно идет такой образ. Считают, что благодаря вам они решат свои проблемы. И опять же, почему-то еще идет информация, что вы за кем-то будете ухаживать, кого-то на себе будете носить, там, досматривать кого-то будете, да, возможно, на вас хотят какую-нибудь там бабушку навесить с дедушкой, что типа зачем тебе работать, зачем тебе там чем-то заниматься, вот смотри за нашими родственниками, мы будем, значит, их пенсию прогуливать, а ты, значит, там лечи, корми, и ухаживай, будь сиделкой и все. Просто себя рядом привяжи и, в общем, не рыпайся. У кого-то еще такая, да, ситуация может отыграться. Вот они это обсуждают, они об этом говорят. Может, вы действительно хозяйка от Бога, вы, может, имеете медицинское образование, может быть, вы человек такой терпеливый, трудолюбивый, работящий, да, и поэтому уже такие планы строят. Понятно, что вам в это в лицо не говорят, что хотят на вас всех и все навесить, уже в уме содержат, да, поэтому учитесь правильные границы выставлять, чтобы потом не оказаться в богадельне, извините, да, не оказаться бесплатной домработницей, медсестрой, сиделкой, кухаркой и тем, кто судно убирает, выносит. Потому что, да, есть у кого-то точно есть такие планы.
Дальше, мои хорошие, на работе вот у кого-то прям аншлаг собирается, когда, смотрите, вот как две сильные личности, да, у вас на работе. Одна личность – это вы, а другая личность – это другой человек. Возможно, даже мужчина, но больше, конечно, похоже на женщину. Хотя, может, и мужчина такой, знаете, с женской энергетикой, психованный, истеричный, ревнивый, завистливый, запросто может быть. Вы как две сильные личности, и между вами как будто бы конкуренция какая-то происходит, да? Может, вы даже ни с кем не конкурируете, но это с вами конкурирует. И собирается аншлаг, когда этот другой человек начинает там против вас что-то говорить, как будто бы вас разоблачает, да? Что вы носите маску, что вы не настолько умны, что вы не настолько профессиональны, что вы просто умеете там подлизаться к начальнику, либо вы с какими-то клиентами там шуры-муры имеете, да, поэтому типа вот у вас такие большие обороты, у вас такие заказы, к вам так начальство расположено, там премии вам выписывают. Это все не потому, что вы большого ума и талантища, а потому, что вы очень хитрая личность, и вы там ко всем влезли, потерли, нализали, нацеловали, да, и поэтому так. Собираются глупые, завистливые люди, которые с открытыми ушами, глазами, ртами просто вот глотают эту информацию. Она им нравится, она им прям смакует, вкусненькая такая, да, горяченькая, острёная. И вот такое происходит. Понятно, что в лицо вам никто этого говорить не будет. Просто у всех, извините, вот такие коротенькие причинные места, да, чтобы вам сказать. А с другой стороны, многие понимают, что это неправда. Откровенно это неправда, потому что ничем таким вы не занимаетесь. Ну, вот прям хочется в это верить, да, потому что на фоне этих сплетен своя ущербность, она не так сильно в глаза бросается, да. А поскольку у вас сотрудники, пусть не поголовно, но по большей части очень ущербные люди, вообще непонятно, как они попали на работу, к сожалению, такое есть. В глаза не скажут, но за спиной постоянно вот собираются аншлаги. И вот этот, кто лектор, не лектор, стендапер, выступающий, да, персонаж, это тот, кто с вами ведет какую-то подпольную борьбу, конкуренцию, что-то вот вы там не поделили, да. Либо человек считает, что вы его место заняли, да, что вам там все нечестно досталось. Бог им судья. Главное, что начальство к вам хорошо относится, и хорошо относятся люди, которые нормально адекватные, которые умеют отобрать зерно от плевен. Да, вот прям это есть. Еще, мои хорошие, показывают женщин. Эти женщины могут быть в вашей компании, эти женщины могут быть вашей соседки, эти женщины могут быть, не знаю, там, на детской площадке, мамочки, которые тоже с детьми, как и вы, гуляют. У них очень скучная и безрадостная жизнь. Да? В жизни ничего не происходит. Постоянный день сурка. И единственное развлечение – это, наверное, там интернет, да, либо телевизор. И вот это вот посидеть и потрындеть. О ком угодно, о чем угодно. Там не важно. Да? Не важно. Поскольку вы не поддерживаете их в их разговорах, вам это просто неинтересно, вы человек наполненный, разнообразный, активный, да, у вас другие интересы в жизни, да, вы просто эту компанию либо избегаете, либо когда начинаются разговоры, вы просто разворачиваетесь и уходите. Не тратите время на пустые домыслы и сплетни. Вот эти женщины, они достаточно часто о вас говорят. Я не могу сказать, что они говорят плохое. Они говорят всякое, разное. Говорят они только лишь потому, что им скучно и потому, что ничего другого придумать они не могут. Говорят они не только о вас, но и о других людях. То есть там персоналия не имеет значения. Вот, поэтому, в принципе, безобидные сплетницы, да, клуши, которые дальше своего носа не видят, которым просто нужна тема для того, чтобы поговорить. А вы как раз-таки темы очень часто даете, подкидываете. Почему? Потому что вы красивая, молодая, стильная, потому что жизнь у вас интересная. Конечно, о вас им приятно разговаривать. И, в принципе, еще раз говорю, ничего плохого я не вижу в их разговорах. Там нет оскорблений, нет каких-то
подозрений, нет там какого-то обвинения. Этого ничего нет. Просто они вот увидели вас. Вы видели, какая у нее прическа? А вы видели, какой у нее костюм? А вы видели, куда она поехала? Да? И вот они начинают об этом говорить. То есть это неплохо и нехорошо. Просто, да, ваше имя упоминается, вспоминается и в разных предложениях вставляется. Вот. Ну, такие безобидные сплетницы, клуши, да, которые, наверное, так и проживут свою жизнь, да, без радости, без счастья, без каких-то достижений, так и будут, да, вот так и состарятся. Так и состарятся все вместе и будут обо всех болтать. Безобидные женщины, поэтому оставим их, не будем им уделять много внимания. Так, вот тут показывают какого-то мужчину. Мужчина, который, не сплетничает, нет, он скорее как консультируется. Консультируется по поводу вас, по поводу ваших отношений. Либо у вас еще нет отношений, но мужчина хотел бы получить какую-то авторитетную оценку, да? Либо авторитетные профессиональные наставления. То есть у кого-то это тайный поклонник, который ходит, например, там, к какому-то психологу, либо к какому-то там пикаперу, да, наставнику, и спрашивая, да, как мне к понравившейся женщине подойти, с чем подойти, чем заинтересовать, да, вот как быть интересным. И, значит, он рассказывает про вас, что он знает про вас, как он видит, как он вас воспринимает. Но это не сплетни, нет, это просто разговоры о вас. А у кого-то отыграется, что вы уже вместе с этим мужчиной, может, это ваш благоверный, и, допустим, в отношениях есть какие-то проблемы, либо охлаждение, либо, понятно, что не могут люди 24/7 друг другу улыбаться и целоваться. Да, все в жизни бывает. И мужчина может ходить, опять же, к психологу, к какому-то другу, либо даже к своей маме для того, чтобы получить опытный совет, да, что ему делать, чего ему не делать, как выровнять ваши отношения, как улучшить ваши отношения, там, как исправить ваши отношения. То есть, в принципе, да, ходит на сторону, вполне себе логично, да, и спрашивает, что делать, просит совет. То есть сам придумать, скорее всего, не может, либо не хочет, вот, либо стесняется. Поэтому, да, очень много подробностей из вашей личной жизни передаются третьим лицам. И это прям факт. Конечно, он вам не признается. А как вы себе это видите? Вот он вам признается, скажет, да, я хожу к маме и спрашиваю, что делать, когда мы с тобой поссорились. Это глупо. Вы же его просто прогоните, да? Вы же его запакуете в подарочную коробочку и к маме отправите. Вот, это нехорошо. Если ходит к психологу, то это как-то стыдно, да, потому что взрослый мужчина и не может разобраться. На самом деле он вас очень любит, на самом деле он очень дорожит вашими отношениями и, да, старается хоть таким путем, но проблемы решать. Конечно, было бы лучше, если бы он подошел к вам, да, и объяснил, вот как он это чувствует, как он это видит, объяснил бы то, что его там пугает, смущает. Было бы правильней, как по мне. Видимо, он этого не понял и выбрал немножко другой путь. То есть, если вы думаете, что ваша личная жизнь с ним абсолютно приватна, это не так. Третьи лица явно знают очень много пикантных подробностей из вашей личной жизни. К сожалению, но вот именно так показали. Так, еще. Но это не для всех, это для кого-то индивидуально идет, у кого есть соперница. И это прям факт. Не ваша догадка, а именно факт. Соперница, да? Соперница в любви, либо соперница, допустим, в бизнесе, да? Конкурентка в бизнесе. Это, да, женщина. И женщина какая-то, знаете, но она мелкая мне идет. Может быть, имеется в виду рост, что она невысокая, там, мельче вас. Либо имеется в виду, что человек сам по себе такой прям мелкий, да, ни о чем. И вот у кого-то так и есть, что соперница, конкурентка ходит, причем ходит, скорее всего, к гадалке. И постоянно там интересуется, гадает на вас, на то, как бы ей там что-то такое предпринять.
беспроигрышное, либо что вы там задумали, что вы будете предпринимать, чтобы вас там переиграть, обойти и сдвинуть, да, с дороги, столкнуть со своего пути. И что самое интересное, ей вот эта гадалка, скорее всего, там рассказывала, что ты типа ничего не бойся, ничего делать не надо, ты там красивая и умная, ты по-любому победила, там просто дождись своего времени и все случится. Но ее, скорее всего, обманывали, да, либо на ней зарабатывали деньги. И вот эта женщина стала догадываться, что что-то тут не так. Да? Почему-то не работают эти предсказания, она уже задолбалась ждать. И, возможно, она решила кому-то еще пойти, возможно, даже к не одному человеку. И вот то, что она ходит, у нее прям вызывает панику, да, то, что ей говорят. Говорить ей могут всякое разное, не обязательно правду. Но, может быть, ее хотят запугать, чтобы заработать на ней больше денег. Может быть, ей говорят как есть, да, что куда ты полезла, это просто для тебя погибель, да? Нельзя было тебе туда лезть, не стоит лезть, там, не вмешивайся, забудь, пропади, исчезни, да? Займись своей жизнью. Может, ей еще что-то говорят. То есть она задает вопросы по поводу вас. И то, что она слышит, оно ее пугает. Да? Информацию, которую ей говорят, она ее пугает. Будет ли она продолжать, я не знаю. Но то, что она уже напугана, это факт. И, возможно, если у нее есть там какие-то мамы, бабушки, подружки, сестренки, то она, конечно, эту информацию обсуждает. Сплетни ли это? Ну, не знаю. Как по мне, это просто домыслы, да, либо какая-то параллельная реальность, да, информация из параллельной реальности. Вот. Но то, что вы оказались ей не по зубам, это прям факт. Факт неоспоримый и факт, который эту женщину доводит буквально до панических атак, до нервных конвульсий. И либо аппетит теряет, либо наоборот нажор идет, да, потому что из-за стресса она начинает все подряд сметать, либо наоборот из-за стресса она ничего в рот не может взять. Но явно это как-то нарушает ее здоровье. И, если честно, я не вижу, что эту женщину что-то хорошее в будущем ждет. То есть зря она к вам полезла, и зря вообще она все это затеяла. Да? Жила бы свою тихую, спокойную жизнь, и, возможно, все бы было у нее неплохо. Но поскольку она стала у вас под ногами путаться, я думаю, что ничего хорошего не будет, да, скажу так, как вижу, да, ничего хорошего не будет. Так что, мои дорогие, вы птица высокого полета, вы интересный человек, вы привлекательный человек, вы успешный человек. И, конечно, о вас будут говорить. Ну, о ком еще говорить? Вы где-нибудь видели, чтобы говорили о каких-то неудачниках? Они никому не нужны, они никому не интересны. А интересны всегда такие личности, как вы. И вот нравится вам это, не нравится, но все равно разговоры будут. Будут, и даже если вы уедете там, в другую страну, в другой менталитет, культуру, все равно вы будете привлекать внимание, и все равно разговоры будут ходить. Просто какие-то домыслы, просто обсуждения, рассуждения, либо какие-то конкретные сплетни. Ну, то есть это всегда будет рядом с вами. Совет для вас, научитесь просто с этим жить и считайте, что это как расплата за вашу красоту, за вашу популярность, за вашу успешность. Да? И да, чем больше о вас говорят, это значит, что у вас все выше и выше уровень успеха, что вы все привлекательнее и привлекательнее становитесь. Хуже, когда вообще не говорят, как я уже сказала, да, не говорят о каких-то неудачниках, либо о каких-то серых мышах. Вы не такая, вы птица высокого полета. Всегда люди будут задирать голову и будут вот прям следить за вашим красивым, необычайным полетом. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.